Во время обучения в университетах миллионы студентов по всей России проживают в общежитиях. С внезапным переходом на дистанционное обучение привычная жизнь большинства из них пошатнулась. Мы находимся в общежитии номер 5 СГУ имени Епителима Сорокина. Прямо сейчас узнаем, как теперь живут студенты, и попробуем разобраться во всем вместе с вами. Это Данил, профессиональный киберспортсмен всемирно известной игры Дока 2. Самоизолировался еще до того, как это стало мейнстримом. Отсутствие участия в турнирах он списывает на нехватку времени, хотя известный факт. Данил тратит на еду, сон и различные дела лишь треть жизни, а все остальное время на видеоигры. Да я только сел играть. Практику только что закончил. Чё ты вообще как пристал ко мне? Для улучшения своих навыков игры Данил разработал специальный режим дня. Ложиться на рассвете, вставать на закате, а также делать паузы от игры, когда выигрывает. Да заколебали со своей камерой. Вам заняться больше нечем. Специально для этого выпуска нам согласился дать комментарий о Даниле его сосед, пожелавший остаться анонимным. Ну, как начался дистант, он что и делает, это только играет и спит. По ночам орет, не дает мне спать, а днем спит сам, из-за чего мне приходится быть тише и не включать свет. Это уже становится невыносимо. Что вы делаете? Ты сам себе интервью даешь? Это Егор, наш оператор и гений студенческой кухни. Ты что, реально меня снимать собрался? Он второй год проживает в общежитии и оттачивает свои навыки кулинарии. Как известно, здешние студенты питаются только изысканными деликатесами высокой кухни. Какие еще деликатесы? Я просто пельмени варю. Многие кулинарные критики высоко оценивают его блюда. Вкусно. Как отмечает сам повар, его пельмени содержат секретный ингредиент. Он придает еде особый вкус. Че, я просто перец добавил. Просто перец. Тот самый секретный ингредиент, который Егор добавляет в свои блюда. Многие студенты во время дистанционки забивают на учебу. Карина – отличный тому пример. Карина, когда вы сядете за выполнение учебных заданий? Сейчас доделаю и сяду. Обязательно сяду, честно. Нет. Большую часть времени девушка уделяет редактированию фотографий и разработке концепта будущих фотосессий. Карина, скоро уже дедлайн. Когда же вы все-таки сядете за учебу? Сейчас фотку доретуширую и сяду. К нашему удивлению, спустя время Карина действительно села за учебу. Но, как вы можете наблюдать, это явно непривычная многим студентам система Moodle и даже не Zoom. Карина, что же это такое? Онлайн-мастер-класс по ретуше, но Moodle подождет до лучших времен, да когда-нибудь. Да. Как удалось выяснить, студентка проходит обучение на различных мастер-классах, конференциях и специализированных школах экспертов в режиме онлайн. Однако система Moodle, которая функционирует в том же режиме онлайн, продолжает простаивать с кучей невыполненных заданий. А это Ваня и Алена. Они, как и большинство общажных пар, проводят совместные вечера за просмотром фильмов и сериалов. Открой дверь. Шумные соседи, общая кухня и запах доширака на весь коридор. Как мы видим, с переходом на дистант ничего не меняется. Студенты спокойно живут и не ходят на пары, словно ничего не изменилось. Олег Хохлов, Егор Денисов, учебное телевидение СГУ.